Несколько дней назад Бадыр Огунба направил в парламент проект закона, якобы направленный на защиту государственного абхазского языка. Очень лукавый документ. Бадыр Огунба предлагает обязать депутатов парламента владеть государственным языком по национальному признаку. Абхазам для поставленной задачи Бадыр Огунба дает срок с 1 января 2027 года. Всем остальным 5 лет. С 2032 года. В СМИ и социальных сетях развернулась полемика по поводу данного законопроекта. Попробуем объяснить, что не так с законопроектом от Бадыра Огунба. Начнем с того, что Бадыр Огунба, мягко говоря, лукавит, рассчитывая на неосведомленность общества. Закон, обязывающий кандидатов в депутаты владеть государственным языком, уже есть. Он принят 6-м созывом парламента, и с момента его принятия прошло более 5 лет. То есть более чем достаточный срок, чтобы граждане Абхазии, узревшие свою миссию в служении народу и государству в парламенте, изучили государственный язык. Согласитесь, такая малость – выучить государственный язык, язык страны, в которой ты намерен делать политическую карьеру. Если условный кандидат не смог сделать даже этого, то на что он вообще способен? Получать взятки, лоббировать проекты олигархов, сдавать интересы страны и ее народа? Видимо, для такого рода выдвиженцев Бадыр Огунба меняет сроки для неабхазов и на законодательном уровне разрешает депутатам неабхазской национальности не знать государственный язык. Ну, хотя бы еще один срок. Самое время резюмировать. Новым проектом глава абхазского государства разделяет граждан Абхазии по национальному признаку. На законодательном уровне закрепляя разные правила для различных этнических групп. То есть сеет семена межнационального недовольства или же провоцирует абхазов на отказ от национальности. К примеру, на период следующих выборов, если не нашлось времени овладеть государственным языком. Бадыр Огунба уничижает значение государственного абхазского языка, который, оказывается, можно подвинуть или вообще задвинуть в угоду конъюнктуре и отдельным личностям, которые хотят попасть в парламент. Хотя в период президентских выборов очень даже переживал за будущее абхазского языка и даже обещал сделать все от него зависящее, чтобы искоренить проблемы государственного языка. Имчидзац Амилат, Ахдыр Сцудзас Ахдыр Бахапшо, Хапазшайкур Харасаракуршо, Яха Хумпада Хапазшатыгылаза Шидар его даю, Аси Пшихо Амаругука Хархогука, Хенкара Джаму Хойахмурхор, вот спея Башатыгылаза Дар его даю ход. Сгуянаго туюзал шара уграгара хажлари хартер, сарабхадзи наргулана, сарасбызша, хабызша, ахархура языки нартпаны создейпа. Да, конечно, вся эта история с отменой уже существующего закона придумана под выборы. Видимо, в следующий 8-й созыв планируется протащить так называемых новоришей, людей, которым именно под выборы раздавалось гражданство нашей страны. По замыслу, именно они должны будут исправить ошибки, допущенные парламентом 7-го созыва, и дружно принять законы, чуждые абхазскому, пока еще свободолюбивому обществу, ограничить права граждан страны и превратить абхазское государство в колонию, живущую по законам резервации. А теперь о самом языке. Мне сложно вспомнить страну, в которой бы знание государственного языка подлежало обсуждению и не являлось обязательным. Но руководство нашей страны – исключение из всех существующих правил. Оно лишь периодически декларирует любовь к абхазскому языку, тратит какие-то бюджетные средства на создание различных программ, которые не работают в отрыве от создания необходимых инструментов зависимости от языка. Поэтому проблема не решается, а только усугубляется. Учебники, документация, СМИ и так далее.
Не стоит перечислять. Все без меня знают, как обстоят дела прежде всего в образовании, где 30 лет размывается наша идентичность, потому как не нашлось средств даже издать собственные учебники по истории, географии, краеведению и так далее. Потому как чиновникам легче преподносить себя патриотами страны, зарабатывая дешевую популярность на мифах, разъезжать по форумам и конференциям, чем заниматься своими прямыми обязанностями. Но должна сказать, что язык – вещь очень прагматичная. Мы учим английский не потому, что нам его звучание нравится больше, чем, к примеру, корейского. И даже не потому, что его объявили международным, а потому, что он необходим в ежедневной жизни, в работе, быту, путешествиях. Для того, чтобы граждане нашей страны заговорили на государственном абхазском языке, не нужно изобретать велосипед. Нужны простые и понятные механизмы. Каждый гражданин страны должен знать, что без государственного абхазского языка он не получит аттестат, не продвинется по карьерной лестнице, не станет депутатом, чиновником, судьей или прокурором. Вот тогда все встанет на свои места. Даже 5 лет не понадобится, чтобы поднять престиж государственного языка, сделать его модным и обучить ему своих детей. И репетиторов наймем, и на сессиях и заседаниях говорить будем только на государственном языке. Мы все это понимаем. Понимает и Бадра Гунба, но откровенно лжет общественности, делая вид, что нет закона, который вступает в силу 1 января 2027 года для всех кандидатов в депутаты вне зависимости от национальной принадлежности, вероисповедания и политических взглядов. А еще глава государства создает основу для межнациональной розни, нарушает уже существующий закон, игнорирует законодательную ветвь власти и законодателей, которые уже приняли закон, защищающий государственный абхазский язык. Поэтому ваш выход, депутаты парламента 6-го созыва, приняли закон, отстаивайте необходимость его исполнения. И да, не надо все время ссылаться на первый парламент, на выдающихся абхазских политиков и патриотов, не владевших абхазским языком. Это было 30 лет тому назад, и среди них нет ни одного, кто выступил бы против абхазского языка в угоду личным или конъюнктурным интересам, чтобы сохраниться во власти. Не упоминайте этих людей в суе. Я уже не говорю о том, что Владиславу Ардзенба хватило и полугода, чтобы свободно заговорить на абхазском после долгих лет проживания в Москве. Берите положительные примеры из истории нашего государства. Равняйтесь на лучших, а не на худших.